Вопрос вот один, да, вот как в настоящих условиях взрастить патриотически настроенную молодежь, вот, ну, в ваш рецепт? Сегодня молодежь у нас троякая. Одни знают тех, кто делал государство, которое называлось Советский Союз. Вторые знают, как его разваливали. А третьи ничего не знают в какой-то мере. Почему? Я отвечаю. Я недавно спросил, передавали мы одно училище под органы, соответствующие органы прокуратуры. Задали вопрос, я лично задал вопрос, кто такой Ленин, кто такой Сталин, кто такой... Никто мне не ответил. Как это так, наших лидеров не знать? Мы ведь воспитаны, замешаны на той идеологии, которая была, на ленинской идеологии построения нового государства, построения заводов, фабрик и так далее и тому подобное. Мы победили фашизм. А как же теперь, как это по нашим стопам молодежь не идет и не знает? Я не хочу сказать, что все не знают, но я хочу сказать, что многие забыли. Почему? Да потому что им не доводят до ихнего сознания. Они это просто не понимают, не знают по ихнему незнанию. Я обращаюсь к вам, молодые люди. Учитесь тех, кто постарше вас, и запоминайте, это вам пригодится. Ведь вы никогда не слышали, чтобы наш нынешний президент назвал грубо Владимира Ильича Ленина, назвал грубо Иосифа Ильича Сталина. Всегда вежливо, культурно, по имени и отчеству. Поэтому запомните, те, кто сделал и породил вас, и сделал доброе, кому он сделал доброе дело, окинули его и уехали. Пожалуйста, будьте любезны, наблюдайте, слушайте, что говорят те, кто строил великую державу, которая называлась Советский Союз. Счастья вам, успехов, здоровья. Не стесняйтесь познавать. Знание – сила. Идите в народ, идите в стройку. Будьте достойны тех родителей, которые вас породили. Будьте достойны и дедушек, и прадедушек, и бабушек, и своих родных и близких, чтобы они за вас не краснели никогда. И мы тоже. Самое доброе вам пожелание. Вперед, без страха и сомнений. Все, супер, спасибо большое.